Здесь собрались люди, которые неравнодушны проблеме окружающей среды, экологии. Поэтому позвольте начинать сегодняшнее мероприятие. Уверяют, что будут применены новейшие технологии, но от аварий и других нежелательных явлений никто не застрахован. Вы сами знаете, что мы все питаемся из реки Лена, воду пьем, рыбу едим. Вместе с рекой мы проросли и живем вместе с рекой, с родной природой нашей Якутии. Поэтому мы сегодня призываем всех высказаться и работать для того, чтобы этот завод не планировался на территории нашей республики. Ура, товарищи! Ура! Я председатель общественного экологического центра Республики Саха-Якутия. Мы работаем уже 20 лет, спасая природу Якутии. К сожалению, я хочу сказать, вы и сами, наверное, знаете, что законы в нашей стране не работают. И вот никого не наказали. Вот те же Алросы, Алмаза, никого не наказали за то, что вот такие во что они превращают. И они не соблюдают элементарных правил сохранения природы, абсолютно. Вот что сделала добыча золота с реками? Цианиды во всех реках Алдана. Значит, вот Алмазы, там река Вилюй, 5-й класс грязи уже, то есть последний. Малый Бутоби, сточной канавы и так далее. Вот когда погружаешься в эту информацию, то просто ужасно. Меня зовут Дмитрий Вольнов, я создал петицию на Change.org. Ее подписало 4500 человек. Я вижу, сейчас нас не так много, но на самом деле нас много. Вы должны это знать. Они все сидят в домах, но они все поддерживают нас. Митинги прошли у нас 20 марта в разных улусах. Сегодня он у нас проходит тут. И все нас поддерживают. И вы знаете, что ни один здравомыслящий человек, осознающий, что природу портить нельзя, он этого не допустит. Есть цифры 1500 занятого населения, есть у нас 30 миллиардов поступлений. Это все здорово. Но давайте все-таки поможем нашему правительству, да? Не просто будем критиковать. Вот я предлагаю вам писать единомышленников на этот адрес свои предложения, идеи. Давайте поможем нашему правительству. Не будем просто критиковать, а поможем своими идеями. Наверняка есть хорошее, здоровое производство, которое обогатит нашу республику. Да здравствует республика, да здравствует Россия! Тут надо вырыть большой-большой котлован. Если говорят, 800 тонн воды будут брать из Лена, то те же 800 тонн отходов ядовитых куда девать? В этот котлован. Этот котлован тогда надо будет строить почти на весь Мегдокангаласский ус наверняка, потому что 800 тонн воды это очень много ежедневно. И через какое-то время все равно будут эту воду сливать в реку Лена. Ну, даже вот по Якутску, да, посмотреть, что у нас в Якутске нету водозабора нормального. Если нету водозабора, то то, что будет стекать в реку Лена, то это мы будем пить, нет? Думаю, что нет. Потому даже когда построят, то через год, через два, когда поймут власти, что это очень небезопасно, то его закроют. Но зато на тысячелетие у нас экология вокруг Якутска и реки Лена уже, скажем так, будет в очень плачевном состоянии. Какие доходы, если ни копейки налогов в течение 10 лет не будет с этих заводов? Почему не будет? Ну, потому что ТОР, территория опережающего развития, на 10 лет освобождается от всех налогов. И в то же время территория ТОРа, да, вот именно химического кластера, он не будет подчиняться ни республике, ни муниципалам. И то там на федеральном уровне, думаю, что будет только Министерство Дальнего Востока, там, и которое, думаю, будет... То есть у республики не будет рычагов давления? Да, давления не будет никакого.
только на федеральном уровне. А до федерала достучаться будет наверняка страшновато. Если будут говорить, что доходы хорошие, там идут в экспорт, там, в Китай, в Индию, в другие страны. А вот насчет рабочих мест, как вы думаете? Насчет рабочих мест, 1400 с лишним рабочих мест, да, сказали? Ну, у нас химиков, специалистов нет, трудового ресурса такого, да? Ну, потому специалисты будут все приезжие, будут вахтовым незавом наверняка работать. А если даже, скажем, вот на мелкие работы, да, местных брать тоже невыгодно, потому что у нас очень хороший закон есть, по которому человек, который живет в Якутии, зарегистрирован в Якутии, он должен получать по этому закону всю социальные льготы, да, скажем, там, пенсии, там, так, и Надбавки, да? отпуска, там, надбавки, коэффициенты. Ну и таким образом невыгодно местных жителей, чтобы они работали здесь. Лучше вахтовым методом за меньшие деньги сюда привозить, работать. Ну и, как говорится, это, как сказал Карл Маркс в своем «Капитале», то, что жадность капиталистов будет экономить на всем. На зарплате, трудовому ресурсу и на экологии тем более.